Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Реабилитация после коронавируса. Репортаж из Гудаутского ковид-госпиталя. Благовещение Пресвятой Богородицы в храмах Абхазии прошли праздничные богослужения. Продолжение сотрудничества. Делегация ТПП Абхазии выехала с рабочим визитом в Татарстан. В реанимационном отделе Гудаутской центральной районной больницы на сегодняшний день проходит лечение 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Для них в эти дни врач Люберецкой больницы Тимур Мингисанов проводит реабилитацию. Какие упражнения разработаны и чем отличаются наши коронавирусные больные от москвичей, в репортаже Сарии Кварацхелия. Как известно, у части пациентов новая коронавирусная инфекция протекает очень тяжело. Они могут находиться в реанимационном отделе несколько месяцев. Таким залежавшимся больным необходима реабилитация. На первом этапе дыхательная гимнастика лежа на спине, массаж каждые 2 часа. Затем упражнения для разработки голеностопного и тазобедренного суставов, чтобы пациент смог самостоятельно встать на ноги. Эти и другие упражнения помогает выполнить реанимационным больным врач-пульмонолог Тимур Мингисанов. Второй этап – это более утягощенная нагрузка. Тут в зависимости от соматических заболеваний, еще у кого артроз, у кого сердечная недостаточность, подбирается реабилитационный лист, и уже следуя реабилитационному прогнозу больному назначается той или иной курс реабилитации. Большинство с артрозами тут пациенты ввиду, видимо, местности такой. Поэтому, да, им даются упражнения на коленные, тазобедренные, голеностопные суставы. И если мы говорим сейчас о пациентах, которые у нас, в принципе, могут ходить даже уже в реанимации, да, то у нас есть пациенты, которые лежат на аппарате, и им тоже проводится реабилитация легочная. То есть постоянно вибромассаж, мы переворачиваем больных, и даем, усиливаем дренажную функцию легких, то есть мы даем специальные препараты через ингалятор, которые усиливают выведение мокроты. Это должно быть дозировано. Нельзя взять пациента, который лежал 10 дней, поставить на ноги и сказать ему «иди». Это надо делать в течение 3, 4, 5 дней, кому больше приходится. Тимур Мингисанов в медицине больше 10 лет. Работал он заведующим терапевтическим отделением Люберецкой областной больницы, а также стационарным врачом инфекционного отделения по лечению COVID-19 этого медучреждения. В Абхазию он приехал по приглашению главврача Гудаутской ЦРБ Хаджарата Шамба в феврале текущего года. По словам Тимура, методы реабилитации реанимационных больных он применял еще в Москве. Однако российские пациенты отличаются от абхазских, говорит он. Сначала мне это было в диковинку, потому что сатурация у местных пациентов достаточно выше, чем у нас в Москве. То есть у нас сатурация 92, это считается нормой. Здесь 98, при этом человек тяжело болеет достаточно. Горный воздух, морской воздух, легкие более здоровые. В тяжелом состоянии у нас пациентов 5. И, понимаете, это реанимация, тут переход от средней тяжести к тяжелым достаточно очень быстрый. Приехал доктор-реаниматолог со мной, Елена Салиева. Она работала в коммунарке, имеет богатый опыт реанимации. И здесь она мне очень сильно помогла, потому что разгрузила меня в целом с работы, и у меня есть время для занятий своими идеями. Тимур Мингисанов подчеркнул, что готов поделиться своим клиническим опытом с каждым медиком, которого это заинтересует. Врачи Гудаутской ЦРБ уже сейчас осваивают 6 основных упражнений в работе по реабилитации пациентов с COVID-19. Уже написаны мной упражнения дыхательные, они тут у каждого есть, у врача, у медсестры. 6 упражнений, которые, в принципе, я применяю, и я знаю, что они не навредят. И их не применяй, в принципе, будет эффект хороший. И я им всем раздал, они пользуются. Тут очень трепетно относятся к любому пациенту, и относятся как к своему родственнику. Это не всегда и не везде я встречал, работая в Москве, но здесь я встретил это повсеместно. Все устраивает, поэтому до сентября я здесь точно. Если меня позовут в Москву работать, на 3-ю волну, возможно, уеду. В предыдущий наш приезд в Гудаутский ковид-центр несколько недель назад в палатах было много пустых коек. Но сегодня, увы, здесь иная картина. Инфекционное отделение вновь заполняется. Так, в целом, по динамике поступления могу отметить, что за последние 3 дня поступлений было прям достаточно в большом количестве.
С чем это связано, как вы думаете, что сейчас люди расслабились? Да. Почему? Потому что послабление как пошло, вот о чем я говорил ранее, да, вот такой вот коридорчик, когда пациентов тоже было мало. Видимо, все подумали, что у нас спад, и как-то начали опять собираться группами и тому подобные вещи. Ну, как правило, в принципе, вы сами, в принципе, видите, да, то есть у нас отделение заполнено, ни о каком спаде пока что на данном этапе речи не может идти. Вот. Так что вот эти все меры предосторожности, о которых мы говорим, да, то, что не собираться там больше 3 людей в замкнутом пространстве, соблюдение дистанции, маски, вот этих всех дел, вот это все должно пока сохраняться. Когда Гудаутская центральная районная больница была перепрофилирована в ковид-госпиталь, Астан Габлия был волонтером, студентом одного из российских вузов. Узнав, что в нашей больнице не хватает рук, он предложил свою помощь и был принят на работу. И вот уже 8 месяцев врач-уролог в защитном комбинезоне участвует в обходе больных вместе с терапевтами. По словам Астана, на сегодняшний день вирус изменился. Такое понятие, как цитокиновый шторм, да, это, оно, как правило, возникало в первые 14 суток заболевания, да, там, как правило, да. А сейчас мы наблюдаем вот эти все осложнения где-то на суток 15-х, 16-х, и поэтому пациентов немножко тоже передерживаем у себя. Почему мы делаем? Потому что как бы избежать вот этих вот всех осложнений. Таким образом, расслабляться ни в коем случае нельзя. Призыв врачей соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких остается актуальным и сегодня. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко с днем рождения. Вся ваша государственная деятельность служит ярким примером беззаветного служения Отечеству. Высокий профессионализм, умение эффективно решать стратегические задачи характеризуют вас как одного из выдающихся государственных деятелей современной России. Являясь убежденным сторонником укрепления дружественных абхазо-российских отношений, вы заслужили особое уважение народа Абхазии. Отмечается в частности в поздравлении главы государства. Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения поздравил и спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчия. Отношения Народного собрания Абхазии и Совета Федерации Федерального собрания России носят характер взаимного уважения, доверия и дружбы. И в этом ваша большая личная заслуга, отмечается в частности в поздравлении. Валерий Кварчия выразил уверенность, что сложившееся двустороннее сотрудничество будет и далее укрепляться в интересах народов двух стран. Прошло 10 лет со дня визита второго президента Абхазии Сергея Багапш в Турцию, основной целью которого была встреча с многочисленной абхазской диаспорой, обсуждение с соотечественниками, проживающими в Турции, перспектив развития Абхазии, вопросов укрепления связи диаспоры с исторической родиной. В рамках визита Сергея Багапш также встретился с представителем ведущих изданий информационных агентств Турции. Тогда Сергей Васильевич рассказал представителям турецких СМИ о политической ситуации в Абхазии, взаимоотношениях с диаспорой и о мерах, предпринимаемых руководством Абхазии для создания в республике нормальных условий проживания репатриантов. После визита Сергея Багапш в Турцию многие наши соотечественники приняли решение о возвращении на историческую родину. В нашей сегодняшней программе мы предлагаем вашему вниманию передачу, в которой рассказывается об этом историческом визите и об его итогах. Авария на высоковольтной линии Кавкасионе устранена, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Однако ограничения на подачу электричества в Абхазии сохранятся ориентировочно до 22 часов 7 апреля из-за регламентных работ на территории России по линиям Кавкасионе и Гечерипш. Во вторник, 6 апреля, из-за аварии на высоковольтных линиях Гечерипш и Кавкасионе в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт. Чтобы покрыть этот дефицит, Черноморэнерго было вынуждено ввести ограничение подачи электричества на 1 час через каждые 3 часа по всей территории республики. 7 апреля с 7 часов 55 минут утра сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски пропавшего накануне жителя села Допыкыт Гулрыбского района. Гражданин Чакурян 1934 года рождения вышел из дома и не вернулся. Помимо спасателей, в поисках были задействованы сотрудники местного РОВД и родственники Чакуряна. В районе 10 часов утра одна из поисковых групп обнаружила пропавшего в районе села Шаумяновка. 7 апреля грузинские СМИ распространили информацию об обнаружении в приграничной реке Ингур
тел 3 жителей Галского района. Как сообщает информагентство АПСН-пресс со ссылкой на заместителя председателя СГБ Абхазии, начальника погранотряда Рустама Латипова, 6 апреля примерно в 5 часов утра 4 жителей города Гал – Тамази Басланзе, Тамун Сатава, Элгуджа Гваля и Маквала Гамисония с целью пересечения абхазо-грузинской государственной границы в обход установленного пункта пропуска решили перейти реку вброд в районе села Таглан. Недооценив уровень воды в реке, они не справились с течением, что и привело к фатальным последствиям. По имеющимся данным, примерно в 3 часа утра был произведен сброс воды на Ингурской ГЭС, что стало причиной подъема уровня воды в реке. Рустам Латипов не исключает, что люди массово нарушают пограничный режим и пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, чтобы не проходить на территории Грузии обязательный 5-дневный карантин. Тела Басланзе, Цатава и Гамисония были найдены на грузинском берегу и направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Тело Гвали было найдено позже. 7 апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это евангельское событие, когда архангел Гавриил возвестил Деву Марию о будущем рождении Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы состоялось богослужение. Репортаж Алики Трапш. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 основных православных праздников. Почти все из них посвящены главным событиям земной жизни Христа и Его Матери Девы Марии, о которых повествует Священное Писание. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому этот праздник особенный для христиан. До 14 лет Пресвятая Дева Мария жила и воспитывалась в храме. Затем, по закону, она должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, вернуться к родителям либо выйти замуж, как хотели священники. Но Мария объявила им о своем обещании Богу остаться навсегда девою. Тогда ее обручили с дальним родственником, старцем Иосифом, славившимся своим благочестием. Он должен был оберегать ее невинность и чистоту. Живя в галилейском городе Назарете в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме. Спустя 4 месяца к Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Архангел Гавриил возвестил ее, что она обрела величайшую благодать у Бога – быть матерью Сына Божия. Мария со смирением приняла эту весть. Таким образом, она, как учит Церковь, показала всем верующим пример покорности Господу. Сегодняшний день – это нужно начало нашего спасения. Господь Бог через ангела вещает Богородице, что она родит. И сына назовет она Иммануил, Спаситель, Царь мира. И Христос, истинный Бог наш, дает возможность нам участвовать в бессмертии. Поэтому Богородица – это который молится за нас, Сыну Своему, Богу нашему Христу, чтобы народ наш, христолюбивые абазги, чтобы вернулись на тот путь, который ведет их в жизнь вечную. Узнав, что Мария носит ребенка, Иосиф тайно хотел отпустить ее. Но ангел Господень явился ему во сне и сообщил, что ребенок от Святого Духа. Тогда Иосиф поступил, как ему велел ангел, принял жену. У них родился сын, и нарекли его Иисусом, как предсказывалось. В Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы на богослужение пришло немало верующих. Для них праздник Благовещения особенно важен. Здоровья всем, единства в нашем мире, поменьше войн. Главное, чтобы все к Богу пришли и понимали, осознавали сердцем, что это есть добро. Для меня это очень большой праздник. Я желаю всем здоровья, долгих лет жизни, чтобы у всех все было хорошо. С праздничком. Мы приехали из Москвы, уже 2-й раз приехали. Мы приезжали в январе, вот сейчас приехали 2-й раз. Мы никогда не думали, вы понимаете, что настолько светлая Абхазия станет для нас второй родиной. Сегодня праздник Благовещения, благостная весть сегодня всем нам.
Понимаете, что мы объединяемся, что в мир в наших сердцах, большая любовь вот возникает вокруг нас, во всех большая любовь. И мы радуемся и благодарим Бога, Божью Матерь, что они нас объединяют, и то, что мы здесь. Сегодня не в Москве, а именно здесь с вами. Я сегодня плакала на службе, потому что служба необыкновенная, люди необыкновенные. И сама Абхазия просто необыкновенная. В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы верующим разрешается есть рыбу. Это первое послабление за Великий пост. Впереди еще один большой праздник – вход Господень в Иерусалим. А там остается всего неделя до главного христианского праздника – Светлого Христова Воскресения. Алика Трапшиль, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Делегация торгово-промышленной палаты Абхазии, возглавляемая президентом ТПП Тамилой Мирцхулавой, выехала с рабочим визитом в Татарстан. Как сообщается на сайте ТПП, в рамках рабочей поездки запланирована встреча с коллегами торгово-промышленной палаты Татарстана, где будет обсуждаться план дальнейшего сотрудничества. Делегация ТПП также примет участие в 25-й юбилейной международной специализированной выставке «Туризм, спорт, активный отдых», которая пройдет в одном из крупных выставочных центров Казанского ярмарка. На выставке будет представлен весь спектр туристических возможностей и маршрутов Абхазии. 7 апреля отмечает 50-летний юбилей директор 5-й Сухумской средней школы, педагог высшей категории Лиана Хварцке. 26 лет она работает в системе образования. Из них 10 лет в качестве директора учебного заведения. За годы работы профессионализм и любовь к своему делу принесли ей заслуженный почет и уважение среди коллег и школьников. С юбилеем Лиану Хварцке поздравил министр просвещения и языковой политики Инал Габля и пожелал ей здоровья, успехов и новых достижений в нелегкой, но благородной профессии педагога. Уже в это воскресенье, 11 апреля, состоятся выборы в органы местного самоуправления. В Сухуми кандидатов в депутаты городского собрания немало. У каждого из них есть программа, с которой они идут на выборы. Своими планами с нами поделилась кандидат в депутаты избирательного округа номер 15, участка номер 1, жительница нового района Асида Адбар. Асида Адбар живет на новом районе столицы уже более 40 лет. Работает в 5-й школе 22 года, а ее общий педагогический стаж – 30 лет. О проблемах района знает не понаслышке. И именно поэтому решила баллотироваться в депутаты Сухумского городского собрания. Асида Адбар уверена, что вместе с жителями нового района сможет постепенно решать острые проблемы. Дома устарели. Есть дома, которые заселились в 80-м году, в 79-м году. Я считаю, что подвалы на сегодняшний день в основном 90% в ужасном состоянии. Все нечистоты находятся в подвале, потому что трубы устарели, и нужно это постепенно нужно устранять, потому что это нужно делать поэтапно. Я понимаю, что сегодня финансирование, очень сложное положение с финансированием, но тем не менее, если бы это делалось бы поэтапно, сегодня было бы намного легче. Все эти годы практические ремонты не жители всегда делают все своими силами, но на сегодняшнюю зарплату очень трудно с людей собирать деньги, непосредственно с этим связано. Мы устали делать это все своими силами, и я надеюсь, что дальше, будучи, я уже буду пробивать и как-то стараться стать со своим народом и выполнять эту работу. Новый район – один из самых густонаселенных в столице. Центральный парк – чуть ли не единственное место, куда ежедневно приходят отдохнуть и дети, и взрослые. Асида Адбар считает, что парк необходимо благоустроить, расширить и сделать его более удобным для горожан. Это тоже один из основных пунктов программы кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. Где мы с вами стоим, это называется наш так называемый парк. Это парком назвать, конечно, невозможно, потому что мы и молодые, и старые, все ведь вечером выходим сюда погулять и поправить свое здоровье. Я считаю, что этого недостаточно. Хотя бы можно было бы еще метров 300-400 добавить, чтобы нам было бы где гулять, поправлять свое здоровье, дышать воздухом и в конце концов бегать, как это сегодня делает весь мир. Планов у кандидатов в горсобрании много. Кроме того, Асида Адбар отметила, что на протяжении многих лет в составе Сухумского городского собрания не было учителей. Проработав много лет в школе, она убеждена, что сможет помогать новорайонским школам во всех важных вопросах. Я считаю, что учитель обязательно должен находиться в городском собрании, потому что кто, как не учитель с таким опытом, как я, знает, какие проблемы можно решить здесь в школе, конечно. В школе и вообще учитель грамотный, я считаю, что он очень может быть полезен нашему государству.
Несмотря на то, что Асид Адбар живет на новом районе уже много лет и видит все проблемы изнутри, баллотироваться в горсобрание думала долго, но решилась только сейчас. Став депутатом Народного собрания, я смогу вместе со своим народом, со своими избирателями решать многие проблемы. Всего в новом районе 3 избирательных участка. Пройти в горсобрание здесь должны 3 кандидата. Асид Адбар говорит, что в случае избрания в депутаты городского собрания объединит силы и вместе с другими депутатами смогут реализовать задуманное. Депутаты меня будут знать в лицо, что я доступна, что я работаю в школе. Я всегда для них будет всегда открыта моя дверь. Я смогу вместе с ними решать те или иные проблемы. По крайней мере, им будет кому высказать те или иные проблемы. А я уже вместе с ними буду решать, что делать дальше. Уважаемые избиратели, я вас очень прошу поддержать меня, потому что один в поле не воин. И если вы со мной станете рядом, мы многие вопросы можем решить с вами вместе. Чтобы поддержать кандидата в Сухумское городское собрание, Асиду Адбар необходимо проголосовать за нее в воскресенье 11 апреля в 15-м избирательном округе на первом участке, расположенном в здании средней школы номер 5. Гугут Савардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В социальных сетях стартовал благотворительный аукцион «Добрая маска». Проект инициирован благотворительным фондом социально-культурных инициатив и Центром гуманитарных программ в рамках общественной кампании по призыву носить маски в местах скопления людей. Все вырученные от аукциона средства будут переданы в КБФ Ашана. Специально для проекта были приобретены 18 матерчатых защитных масок, которые были разрисованы известными художниками Абхазии. Аукцион будет проходить в социальных сетях на страницах фонда Ашана. Стартовая цена всех лотов – 500 рублей. Каждый последующий шаг – в 100 рублей. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.